Мои дорогие братья и сестры, мы должны проявлять большую богобоязненность к Аллаху Субханаху ва Тааля. Нам нужно как можно сильнее развить свою связь с Аллахом Субханаху ва Тааля. Ведь, несомненно, наши дни и годы уходят, и мы становимся ближе и ближе к тому дню, когда мы вернемся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Итак, победитель тот, кто смотрит на возраст, на проходящие годы, как на время, которое делает нас все ближе и ближе к тому дню, когда мы вернемся к Аллаху. И поэтому развивайте свою связь с Аллахом, пока у нас есть время, и не отворачивайтесь от Аллаха Субханаху ва Тааля. Мои братья и сестры, сегодня 13 марта 2020 года, и мы с вами знаем, что во всем мире сейчас страх чего-то, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Страх от бактерии, вируса, который действительно заражает многих, и он распространяется быстрее, чем разгоревшийся огонь. Мои братья и сестры, пророк Мухаммад, мир ему, учил нас годы назад, столетия назад. Он научил нас всему. ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. Нет такого блага, которому пророк Мухаммад не научил бы нас, саллаллаху алейхи вассалям. Нет такого зла и вреда, о котором он не упомянул, от которого не предостерег нас. Во-первых, он обучил нас очищению, о том, чтобы мы всегда следили за своей чистотой. Если вы посмотрите на тахарат, или вуду, омовение, которое мы должны брать перед тем, как молиться, оно включает в себя мытье ваших рук тщательно 5 раз в день. Таким образом, что промывается часть между пальцами, и даже то, что под ногтями, должно смываться. В этом омовении включены и ноги, и то, как промывать между пальцами ног, как вам нужно мыть лицо, ваши руки и так далее, для соблюдения максимальной чистоты. Он даже научил нас тому, как нужно подмываться после посещения туалета. И это то, за что нам не должно быть стыдно. На самом деле, это является прекрасным учением, если бы только мы знали, и если бы мы только понимали. Итак, очищение – это нечто очень важное в исламе, до такой степени, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: الطهور شطر الإيمان. «Ваша чистота – это половина вашей веры». Столько важности уделено этому, и очевидно, что, когда мы говорим об очищении, первое, что приходит нам на ум, это очищение физическое, то есть водой, принимая душ. Это связано с очищением себя и содержанием себя в презентабельном виде, в чистом и аккуратном виде. Но это также включает в себя очищение своих мыслей, очищение своих дел, очищение всего, своих взаимоотношений и так далее. Все это включено. Но есть и другая вещь, которой пророк Мухаммад, мир ему, учил нас. Он сказал: если вы услышите, что в какой-либо местности разразилась эпидемия, то не идите в эту местность, а если она разразится в том месте, где находитесь вы, то не покидайте ее. На самом деле, в хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит о том, как человек, который знает, что в его местности произошло заражение, эпидемия, и он решает покинуть это место, убегая от этого, он, как человек, который убежал от боя с поля битвы, когда он должен был защищать свой народ. Итак, он говорит: вы не убегаете. Причина в том, что вы не можете знать, заражены вы или нет, есть ли у вас вирус. А если вы не знаете, то есть шанс, существует возможность, что вы заражены. А если это так, то вы станете распространителем этого в другие места. Итак, вся эта концепция карантина на самом деле из сунны, из учений пророка Мухаммада, мир ему, более чем 14 столетий назад, где он говорит: если вы заражены, то вы не покидаете это место и не впускаете никого. Удивительно, мои братья и сестры. Мы знаем, что мир стал глобальной деревней. Мы знаем, что из-за связей и транспорта на таком продвинутом уровне этот вирус пролетел с востока на запад и с севера на юг.
Были люди, которые вначале говорили, что, возможно, это слухи, может, ничего серьезного. Возможно, это то, за что не стоит переживать людям, и это просто обычная простуда. Не исключая эти варианты, реальность в том, что это распространяется, люди умирают. Посмотрим, что происходит на самом деле. Огромные страны приняли решение запретить прилет и вылет всех рейсов. Во многих странах во всем мире люди находятся в карантине. Не только обычные люди с улицы, а независимо от того, кто ты. Мои братья и сестры, это ваша обязанность отнестись к этому серьезно. Благодарите Аллаха, что сегодня мы сидим здесь, в этой мечети. Пришли на намаз джумаа. Благодарите Аллаха, альхамдулилля. Знаете ли вы, что есть места, в которых уже прекратили намаз в мечетях просто из-за возможности заражения в этих мечетях? Запретили посещать и другие места поклонения. Итак, кто-то может сказать: «Я мусульманин, меня научили читать дуа». بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Значение которого «Я прибегаю к имени Аллаха, с именем Аллаха, с именем которого ничего ни на небесах, ни на земле не может навредить, совсем не может причинить мне вред. Он поистине всеслышащий, всезнающий». Они говорят, когда я произнесу эту молитву 3 раза, что, кстати говоря, является сунной. Молитву говорить нужно, важно произносить эту дуа и многие другие дуа. Но это совсем не значит то, что вы не должны делать, то, что называется... الأخذ بالأسباب. Вы должны убедиться в том, что вы предприняли меры, те необходимые меры, чтобы избежать заражения, избегать возможности заражения и предотвращать, не допускать распространения этого. Вы должны убедиться, что соблюдаете все меры предосторожности. Итак, некоторые мусульмане говорят: если я сделал эту дуа, то все нормально. Могу идти на джумаа, молиться в джамаате, могу идти куда хочу, ведь это является сунной, или это учение ислама и так далее, не осознавая, что если вам не здоровится, то это حرام. выходить в такое время, когда ты знаешь, что, возможно, ты заражен этим вирусом и можешь заразить многих людей. Это полностью запрещено. Как я вообще могу, зная, пойти в многолюдное место, когда я знаю, что вокруг эпидемия, и знаю, что симптомы такие-то и такие-то, и сам знаю, что я посещал то место, где было заражение, то есть в тех местах было много случаев заражения, и думаю, я полагаюсь на Аллаха, я пошел. Ауду билля, тебе нельзя этого делать, мои братья и сестры, относитесь к этому серьезно. Если поставленные люди или, скажем, министерства, которые за это отвечают, решат, знаете что? Больше не будет массовых мероприятий по любой причине. Из-за этого вируса у них есть на это основание. Слышали, что я сказал? Мы должны говорить об этом. У них есть все основания делать это, ведь они пытаются сдержать распространение, они пытаются удержать ситуацию от ухудшения. Вы должны понять, что если не будет джумаа на следующей неделе, то мы прочитаем обеденный намаз дома и будем благодарны Аллаху за то, что у нас все нормально. То есть это не то, чтобы вы были должны прийти, даже если вы больны, заражены. Я знаю одного брата, он очень болен, но он говорит: нет, это джумаа, я должен пойти, это обязанность мусульманина. Мой брат, когда ты болеешь, тебе даже не нужно поститься. Когда ты болеешь, тебе даже не нужно ехать в хадж. Когда ты знаешь, что ты болен, это не то, что, знаете, Аллах, субханаху ва тааля, хочет, чтобы вы делали определенные вещи, зная, что вы болеете. Итак, давайте не будем обманывать себя. Не будем обманывать себя. Если вы болеете, тогда примите участие в том, что называется самоизоляция. Что значит? Убедитесь, что вы не встречаетесь с другими. Убедитесь, что вы в маске, соблюдаете чистоту. Убедитесь, что вы дали знать тем, кто окружает вас, что вы чувствуете себя плохо, болеете. Соблюдайте дистанцию, а после этого вам необходимо сдать анализ. А теперь нечто очень важное. Пусть Аллах защитит всех нас, скажите амин. Если у вас выявился вирус, вы можете потерпеть финансовую потерю, или вас коснется другая потеря. Все эти потери – это нормально, не переживай. Финансовые потери никогда и ни за что не могут быть больше защиты всего человечества, запомните это.
Многие из нас запланировали отпуск, запланировали собрания, планировали поездки, путешествия, которые могут не произойти. Некоторые из нас в наших бизнесах, в наших компаниях потеряют много денег. Это нормально. Плывите по течению. Сейчас пришло время относиться к этому серьезно. Очень серьезно. Знаете, когда мы приветствуем друг друга, сунна – это приветствие. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Мы не должны пожимать руки, особенно когда дело доходит до времен, как эти, когда вы знаете, что может быть заражение. И, насколько бы вы не были чисты, по вашему мнению, для заражения необходимо совсем малое. Вы можете заразиться до того, как вы поймете это. Вся ваша семья может заразиться, а также многие другие, просто потому что вы думали, я обязан пожимать руки, я хочу приветствовать наилучшим образом, обнять. А объятие – это фарс? Это обязательно? Ответ – нет. Итак, в такие времена, даже если вы поприветствовали друг друга другим приветствием, поднятием руки с расстояния, это нормально. В этом нет неправильного. Совсем немного, и вы привыкнете. Надевать маску, в этом нет ничего неправильного. Субханаллах. Вы даже будете должны это сделать на каком-то этапе. К счастью, в этом городе вроде не все так плохо. Но кто знает, насколько все плохо. Ведь это занимает несколько дней до тех пор, чтобы выяснить, что происходит. Итак, я решил поговорить об этом сегодня, потому что очень важно, чтобы именно в пятницу имамы давали такую полезную информацию людям, потому что может прийти день, когда власти решат, и мы не сможем больше собираться в такие большие собрания по любым причинам. И такой день может прийти очень скоро. И это уже произошло в некоторых странах. Люди начали спрашивать, а им разрешается говорить нам: не собирайтесь на джумуа. Уверяю вас, мои братья и сестры, если есть эпидемия такого рода и есть дарура, то есть необходимость, то, несомненно, им разрешается устанавливать запрет на то, чтобы мы собирались. Это из соображений спасения человечества. Запомните, это не личное дело, и ваш иман не сводится на нет из-за того, что вам нельзя выходить, и нужно защитить себя. Как я и говорил, некоторые думают, я мусульманин, я читаю Коран каждый день. Я читаю свои дуа каждый день. Ничего мне не навредит. Мои братья и сестры, не обманывайте себя. Не обманывайте себя. Есть люди, читающие Коран, намаз и делающие дуа, но они все равно заразились, и некоторые даже умерли от болезней, хоть от этой или какой-то другой. Не обманывай себя, не думай, знаешь что? Я религиозный человек, я ни разу не читал намаз ни в первом ряду. Как же мне пропускать его теперь? Я не пропускал. Знаете, что-то, всю свою жизнь, как же теперь пропускать? Уверяю вас, награда за защиту человечества больше, чем награда за ваши индивидуальные виды поклонения, запомните это. Награда за защиту человечества больше, чем награда за ваши индивидуальные поклонения. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, дарует всем нам благо и облегчение. И помните, все во власти Аллаха. Давайте молиться, чтобы Аллах нас защитил. Давайте молиться за тех, кто заразился, чтобы Он даровал им исцеление. Это очень серьезный вопрос. Не становитесь радостными, когда слышите, что в такой-то стране заражение, в той стране вирус. Никогда не радуйтесь этому, потому что это лишь вопрос времени, когда это коснется вас и меня. Также, мои братья и сестры, хорошо высыпайтесь. Высыпайтесь. Знаете почему? Если вы хотите, чтобы ваш иммунитет был сильнее, то отложите свой телефон в сторону и идите спать. Те, кто хорошо спят ночью, обладают лучшим иммунитетом, чем те, кто плохо высыпается. Нужно высыпаться, питаться здоровой едой. Убедитесь, что вам достаточно витаминов и минералов. Убедитесь, что вы в хорошей форме. Убедитесь, что вы зарядили свой иммунитет каким-то образом. Потому что вместе с теми дуа, Аллаху и молитвами мы с вами должны убедиться в том, что мы сделали то, что в наших возможностях, чтобы спасти себя. А также никогда не становитесь людьми, которые делают то, что называется панические закупки. Что значит паническая закупка? Это значит, думая, что через пару недель может возникнуть дефицит продуктов, скупать 2 тонны фасолей, потому что я люблю фасоль. Все идут, и вместо того, чтобы покупать 1 банку или 2, они покупают 10 ящиков, хотят запастись впрок. Не успеешь оглянуться, ничего и никому не осталось, субханаллах. Не делайте панических закупов, все будет нормально, по воле Аллаха. Все будет хорошо, по воле Аллаха. Также
Давайте никогда и ни за что не будем дискриминировать, основываясь на расе, просто потому что мы слышали, что эта вспышка могла начаться, может быть, в Китае. Люди смотрят на любого, кто похож на китайца, и плохо к ним обращается. В буквальном смысле. Неприемлемо. Относятся к ним таким образом, будто они совершили преступление против человечества. Это несправедливо, это не по исламу, это незаслуженно, это неправильно. Это не значит, что любой, кто выглядит так, внезапно стал переносчиком вируса. Это неправда. Человек, который делает такую дискриминацию, может сам быть переносчиком, кто знает, а сам смеется над другими. Поэтому говорят: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. никогда не показывай радости, когда кто-то другой страдает от чего-то негативного, потому что, возможно, Аллах проявит свою милость к ним, исцелит их, дарует им благо, и знаешь что, Он может испытать тебя тем же самым. Итак, мои братья и сестры, давайте научимся заботиться друг о друге. На этом этапе человечество страдает. Этот вирус не выбирает по вере, расе, по национальности. Он путешествует по миру. И на этом все. Любой может заразиться в любое время, независимо от того, насколько ты набожный или насколько ты далек от Аллаха. Все это до определенной степени мы с вами знаем, что Аллах, субханаху ва тааля, испытывал нас. Научимся проходить эти испытания. Я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, защитить нас. Я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, проявить милость к нам. И я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, открыть наши двери и сделать нас из числа тех, кто может протянуть руку помощи всему человечеству. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.